Здравствуйте, в эфире программа «7 дней», в студии Ильшат Аминов. Смотрите сегодня. М-12, Лаишевский район. Во время всего этого строительства, то есть, получается, полностью все разрушится, вся вот эта красота, экология. Возможен ли компромисс? Ни один дом местного жителя мы не сносим. Столица татарстанской радиофобии. Ай, не надо, Башка. Не надо? не надо. Опасны ли вышки сотовой связи? Неужели мы, говорю, под старость лет с ума сойти будем от этой волны? Не наш двор. Бюджет города, может, наверное, он как-то сам с этим разобраться. Почему так долг путь к городским сообществам? И вот моя квартира – это мое. То, что за моей квартирой – это не мое. Все знают эту поговорку. Две главные проблемы России – дураки и дороги. Сейчас вроде начали решать вторую проблему. С первой сложнее. Но об этом позже. Новая трасса М-12 – это, конечно, долгожданное событие для многих регионов России. И прежде всего для Татарстана. Кто знает, тот поймет. 15-часовая дорога из Москвы в Казань с каким-нибудь грузом сегодня – это, кромешный ад. Приезжаешь домой с ощущением, что побывал в центрифуге или маслобойке, выжатый до конца. Я уже промолчу про удобство вдоль трассы. Это отдельная история, не очень лицеприятная. Любая цивилизация начинается с дороги. Вспомните историю могущества Римской империи. По древнеримским трассам и сегодня во многих местах проложены современные магистрали, расположение и точность координат которых до сих пор вызывает удивление у современных строителей. Но вернемся к М-12. Необходимость этого транспортного коридора ни у кого не вызывает сомнений. Только одно «но» есть у противников. Главное, не рядом со мной. Если рядом с соседом, то можно. Рядом с моим огородом, просто никак. Тема эта стара как мир. Ничего здесь удивительного нет. В прошлой программе мы рассказали, как рады жители Кайбетского района, что по их землям пройдет новая трасса, а с ней придут цивилизации и новые рабочие места. Но правый берег Волги и левый – это практически две разные планеты, соединить которые будет очень трудно. Мы это поняли после прошлой программы, когда на нас обрушился поток негативных откликов от тех, чей огород затронет новая трасса. Они утверждают, что не только в Лаишевском, но и в Кайбетском районе много противников магистрали. Ответ через экран всем критикам даю простой. Докажите обратное, мы будем признательны и выслушаем все точки зрения. Одно знаю точно и определенно. Плотность населения в республике такова, что не задеть чьи-либо интересы при строительстве практически невозможно. Если, конечно, не строить новую магистраль по форме трассы для Формулы-1 с восьмерками и загогулинами. Наша задача сегодня проще – показать, как обстоят дела на данном этапе. Давайте подойдем к матушке Волге. На этой неделе мы вроде бы окончательно выяснили, что мост все-таки будет вот здесь, у села Гребени. Изначально предполагалось, что он будет южнее, вот здесь, у села Кызыл-Байрак. И вот вариант прохождения трассы, который принят на настоящий момент. Трасса выходит на Лаишевский берег в районе Светлый, но не задевает его, проходя поблизости. Здесь подлежат сносу несколько строений базы «Актер». Далее трасса проходит через Орловское сельское поселение, практически разрезая его надвое. Идет севернее Тарлашей, огибает также Пигали, Сапугали и выходит на Оренбургский тракт в районе села Каипы, немного к северу от него. У несогласных есть, конечно, свой альтернативный вариант трассировки. Вот он. Фактически это тот самый первый вариант со строительством моста у Кызылбайрака. Михаил Любимов выслушал, кажется, всех. У реки два берега. Иногда между ними проложен мост, иногда это кажется невозможным. Вот как и на этот раз. Тот мост, что будет проложен здесь, а мы с вами пролетаем как раз над селом Гребени и видим там вдалеке Лаишевский берег, тот мост, кажется, окончательно развел по двум берегам жителей этих мест и проектировщиков этих мест. Вот он, этот мост, глазами этих проектировщиков. Сразу погружаемся. Мост южнее села Гребени. На левый берег он приходит в районе ДНТ Светлый, но проходит рядом, совсем рядышком.
Сносу подлежат лишь несколько домиков старой базы «Актер». Здесь особо горевать некому. А вот те, кто из Светлого, нисколько не рады даже тому обстоятельству, что они уцелеют. Если этот мост планируется построить вот так наискосок, то есть он нам закрывает и солнце, и вот эти вот шумы, это же все будет дребезжать. Во время всего этого строительства, то есть получается полностью все разрушится, вся вот эта красота, экология. Ну вот для понимания мы можем даже показать, вот смотрите, можем показать, где будет мост. Мы даже видим, вот у нас есть некоторые маркеры, да, которые стоят сейчас на берегу, здесь уже работы начались изыскательские. Вот по этим точкам мы можем примерно видеть, как пройдет мост, да, с вами? Да. Он действительно проходит совсем рядом здесь. Ну, то есть перед нами просто вот по всей Волге, получается по диагонали. Что касается непосредственно домов садовых товарищей, то ни один дом местного жителя мы не сносим. Действительно, трасса проходит достаточно близко к населенным пунктам, однако здесь в рамках разработки проектной документации будет предусмотрено устройство шумозащитных экранов. В случае необходимости также будет предусмотрено шумозащитное остекление домов. Однако дальше больше, потому что трасса идет далее через Орловское сельское поселение. Здесь 1000 человек. Но мнение одно – трассировка абсолютно неприемлема. Почему? Потому что трасса рассекает поселение надвое, если не натрое, проходя по лесному массиву между деревней Орел и КП Орел-Гарден. Конечно, все против того, что по нашим домам шла эта трасса. То есть мы покупали и переезжали сюда в тишину и в свежий воздух. То есть я приезжаю из города, когда я открываю дверь машины, это просто это не воздух, его не просто нюхать, его пить можно. Вы понимаете, он такой у нас будет последний год, получается, последняя осень. В последнюю осень уходит поэты. Здесь дорога будет проходить на минимальной высоте насыпи, то есть это будет где-то метр, ну максимум 2. И с учетом того, что вырубка будет предусмотрена только в пределах устройства автомобильной дороги, весь оставшийся лес, он останется нетронут. То есть он вырубке не подлежит. И, соответственно, местные жители, да, которые живут в этом районе или которые живут там в этом районе, они дорогу непосредственно видеть из-за леса не будут. Здесь два берега не сойдутся никогда. И вот вы знаете, ни в одном источнике не нашли то, что рядом с трассой подобного класса, вот, ближе, чем в километре, можно было бы собирать даже грибы. Протестуют сегодня не только жители Орловки. Они, кстати, просят называть себя именно так – жители, а не дачники или садоводы. Многие здесь действительно живут круглый год. Протестуют сегодня почти на всем протяжении трассы, вплоть до Шалинской дороги. Неподалеку от Орла деревня Тарлыши. Деревня с чудесным 2-километровым архиерейским озером, воду из которого местные жители даже пьют. Трасса пройдет на достаточном расстоянии от Тарлыши, в 450 метрах от домов и в километре от озера. Но люди не рады и такому соседству. Вся грязь с дороги, весь этот реагент будет, во-первых, оседать в почву, попадет в озеро. Еще каким образом? Озеро само по себе не одно в нашем районе, потому что это череда озер, которые соединяются подводными грунтовыми водами. У каждого водного объекта есть так называемая водоохранная зона, да, которая составляет от 50 до 200 метров. Соответственно, при расстоянии в 1000 метров мы не попадаем в эту водоохранную зону. Да. Любая вода, которая просачивается, да, она проходит путь естественной фильтрации, и, соответственно, озеро не пострадает. Дополнительно мы готовы, да, предусмотреть укрепление кюветов здесь монолитным бетоном, чтобы раз и навсегда, да, закрыть вопрос о том, чтобы туда попадала вода. Представлять себя третейским судьей в этой ситуации, когда понять можно каждого, совсем не хочется. Понять действительно можно, а то, что понято, оправдано по сути. Татарстан, к несчастью, давно не пустыня, и личные интересы тут на каждом шагу.
Большой переполох сегодня и вот здесь, в том месте, где М-12 пересекает Оренбургскую трассу. Она проходит севернее села Каипы, но совсем близко, тут метров 100-150. Не рады также жители Тургая и Кызыл-Иль. Ну вообще, это же ужас какой-то. Здесь хватает самолетов, которые летают с утра до ночи в аэропорт. Здесь этого шума достаточно. Если здесь еще вот такую трассу поставить, здесь вообще жить будет невозможно. Возможно ли тут варианты? Теоретически они возможны еще всюду, но компромиссами не пахнет пока нигде. Здесь, как нам кажется, диалог еще возможен. В целом, как нам кажется, диалог в тупике. Дело в том, что единственный вариант, устраивающий жителей этой части Лаишевского района, хорошо известен и проектировщикам, и теперь уже, наверное, даже и всем остальным, кто и не участвует во всех этих спорах. Жители этой части района не против, конечно, трассы, они против трассировки, и оба варианта, что нарисованы почти ими, связаны с тем самым первым вариантом трассировки, которая предполагалась значительно южнее, у деревни Кызыл-Байрак. Тут тоже люди, и на берегу, и в отдалении. Тут село Никольское, разрезаемое пополам изначально. Но народные варианты идут мимо Никольского. И предложили вот этот вариант, то есть ниже Кызыл-Байрака, ниже Голубого залива, мостовой переезд. Вот. И здесь уже, то есть вот они идут различные варианты, то есть в обход ни одна из этих трассировок не разрезает ни один населенный пункт, вот как вот в этом случае, потому что здесь несколько населенных пунктов прямо на живую разрезаются. Вот, по остальным они проходят в непосредственной близости от 90-100 метров от жилых домов. Так чем плох этот проект? Проектировщики утверждают, что он был плох еще в зародыше. Вот здесь, еще на Волге. Здесь и особо охраняемые территории, и несколько иной, и более сложный берег, и нефтепровод, наконец. Там, где, если мы уйдем от магистральных нефтепроводов, которые пересекают реку, там мы попадаем на особо охраняемую природную территорию Лабышкинские горы, вот, в которых строительство линейных объектов, в том числе автомобильных дорог, запрещено. Дополнительно там ниже расположены также еще и геологические памятники вдоль Волги. Длина моста в том варианте, она на 700 метров длиннее, чем в данном варианте. А это тоже существенное удорожание проекта. У реки два берега. Иногда между ними проложен мост, иногда это кажется невозможным. Вот как здесь. Это с какого берега посмотреть? Одни называют предложенную трассировку людоедской, другие самой гуманной. Истина, конечно, посередине. Но посередине реки не бывает мостов. Увидеть разницу в двух вещах способен, конечно, любой дурак. Увидеть переходную форму между этими разницами – это удел немногих. На то нужно многое. Много времени, много сил и много желания наводить мосты. Михаил Любимов и Андрей Ключников. 7 дней. Недавно один знакомый сказал мне прямо: хватит говорить про ковид. Это уже никому не интересно, всем надоело, там все понятно. Как ни странно, число людей, отрицающих опасность ковида не только для стариков и людей с хроническими заболеваниями, не снижается. На этой неделе сообщение, что заболели президент США Трамп с супругой, стало главной новостью для всей планеты. Рухнули индексы деловой активности. Эпидемия и ее последствия стали опять темой номер один. И еще одна печальная новость подогрела градус общественного внимания. Число жертв пандемии перевалило за 1 миллион. Только представьте себе, на планете Земля исчез город по населению, равный Казани. И, кстати, в России всего 16 городов-миллионников. К сожалению, статистика не оставляет сомнений. Заболеваемость в нашей стране растет, и растет быстрыми темпами. Вот, посмотрите, точка недельной давности и то, что происходит сегодня. Рост серьезный, а вот привычный график общего количества заболевших. Вот она волна, которая стремится вверх. Посмотрим на статистику в Татарстане. Просто посмотрим и помолчим. Статистика есть, но законов статистики тут немного. Равнина. Впрочем, и на ровном месте возможен взрыв.
О том, что он уже есть, и о том, что он предсказуем, говорит хотя бы тот факт, что буквально позавчера, в пятницу, в РКБ, снова открылись дополнительные инфекционные отделения для пациентов с ковидными инфекциями и сопутствующими патологиями. Это 200 коек на сегодняшний день. Надо ли что-то еще говорить? О том, как разворачивалась ситуация, расскажет Татьяна Тимошенко. Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними. Описание снимков компьютерной томографии легких пациентов и консультации лечащих врачей по всей республике для Александра Визеля, главного пульмонолога Татарстана, в режиме онлайн и в режиме нон-стоп с начала пандемии. Если то, что стекается на почту, понятно, происходящее на улицах Казани вызывает недоумение. У меня в автомобиле лежит пачка перчаток нитриловых и пачка масок. Я 1-2 раза в неделю для семьи езжу за продуктами. Стараюсь их не гонять, сам езжу. Но я хожу в маске и в перчатках. Когда я выкинул все в машину, я это все снимаю и выбрасываю. Сажусь в машину и обрабатываю. На меня смотрят, как на больного. Привыкли и расслабились. Эта фраза при оценке ситуации звучала на этой неделе на брифингах по теме ковида-19 чаще всего. Забыл или неудобно? В полицейские протоколы об административных нарушениях не впишешь. Кратковременную потерю памяти фиксировали у работников продуктовых магазинов. Ну, как есть, честно скажу, забыл, растерялся. Из-за чего? Это ты же, наверное, не специально это совершил или... Забыл. У поваров и продавцов в кафе. Нет, ну правильно, это я сидел, по телефону разговаривал и кушал просто. Нельзя маску снять, да? В поведении людей как популяции с начала пандемии врачи отмечают изменения. Сейчас мы живем вроде бы обычной жизнью и действительно стараются об этом уже не очень говорить. Ну, на повестке дня такой запрос и у общества, можно так сказать, и у властьпридержащих. Ну, не говорить об этом, не будоражить, все устали, хватит. Но это как раз тот феномен, что если опять не восстанавливать, не обсуждать эту тему, то это не значит, что это прекратилось. Это все равно, что происходит с ребенком. Вы знаете, да, этот эффект. Ребенок, когда он пугается, он закрывает глаза и говорит: «Я в домике». В повестке дня президента страны тема ковида появляется дважды за прошедшую неделю. На совещании с членами правительства звучат цифры. Показатель распространения коронавируса растет по всей стране. 80-85% заболевших заявили, что заразились из-за несоблюдения масочного режима и участия в массовых мероприятиях. Возросла заболеваемость детей и лиц в возрасте старше 65 лет. С начала пандемии уже скончались более 21 тысячи россиян. В Москве показатель ковид-смертности на этой неделе достигает максимума середины июля. Рекордный с лета прирост заболевших коронавирусом отмечен в Башкортостане. Там ограничен въезд в 5 районов и 2 города – Кумертау и Салават. В сентябре в Нижегородской области в среднем по 160 заболевших в сутки. В Ульяновске по 120, в Саратовской, Самарской, Оренбургской свыше 100. Президент России Владимир Путин призвал россиян соблюдать все меры по борьбе с коронавирусом. Риски, дорогие друзья, сохраняются. Хочу попросить вас помнить об этом и проявлять максимальную ответственность и за себя, и за тех, кто рядом с вами. Прошу вас соблюдать все рекомендации врачей и специалистов. Это нужно для безопасности, для защиты вашего здоровья. В Татарстане Роспотребнадзор усиливает проверки соблюдения масочного режима на предприятиях, транспорте и общественных местах. Если еще неделю назад проводили до 1500 рейдов, то на этой неделе провели около 800. Про проверки нас никто не предупреждает, мы всегда готовы, мы внутренне проверяемся, у нас есть внутренние аудиты. Соответствие антисептиков заявленному антивирусному эффекту, сроки обработки корзин, тележек, лент для продуктов, наличие масок и перчаток у сотрудников магазина, соблюдение правил утилизации средств защиты. Проверки проходят и в зале, и в служебных помещениях.
За неделю, по данным Роспотребнадзора, на почти полусотни объектов были зафиксированы нарушения, и деятельность 20 приостановлена. Но главные и самые массовые нарушители продолжают ускользать от контролирующих органов в прямом смысле. Из проверенных 37 маршрутов транспорта нарушения масочного режима кондукторами выявлены наполовине. Общественный транспорт остается зоной риска по заражению новой коронавирусной инфекцией. Ситуация там удручающая, к сожалению, не меняется. Усилить работу на местах потребовал Рустам Минниханов от всех руководителей администрации на совещании в Доме правительства в эту субботу. Почему нет реакции? Почему вот этот бардак происходит? У нас есть только один рубильник. Мы можем все закрыть. Но неужели вы этого хотите? Это самый короткий путь, но самый дорогой и самый необдуманный. В республике общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией по нарастающей 7311 человек. Скончались 79 пациентов. Это данные на 3 октября. Сейчас еженедельный прирост заболеваемости ковидом, хоть и выглядит малым, но он есть 0,3%. Большинство случаев заражения Казань. В районах по итогам сентября зарегистрировали единичные случаи, но рост числа заболевших отмечают в Апастовском, Буинском и Пестричинском районах. Сюда поступают все пациенты, плановые, экстренные, неотложные. Экстренные пациенты, которые имеют явные признаки угрозы жизни. Отсутствие сознания, сердцебиения, тяжелые сочетанные травмы. Пациенты доставляем по линии санитарной авиации. Когда неизвестно плюс или минус, когда диагноз ковид становится известен только после проведения экстренных операций. Приемное отделение РКБ, само как маленькая больница, в день принимает до 200 человек, тех, кого привозит скорая, и тех, кто приходит сам на плановое лечение. Персонал встречает в полной защите. Экстренным больным без промедления оказывают помощь, плановых тестируют и отправляют дожидаться результатов в буферную зону, и только потом при отрицательных результатах отправляют в отделение. Некоторые пациенты, они немножко волнуются, когда видят медицинский персонал, да, полностью одетого в защитный костюм. Ну, мы все-таки объясняем, что это прежде всего не для того, чтобы их напугать, да, а для того, чтобы мы были защищены и могли боеспособны быть весь период распространения данной инфекции. 220 коек. РКБ открыло отделение по работе с ковид-пациентами. Тем, кому поставили диагноз, но необходима специализированная помощь. Также 12-я больница Казани, которая выписала последних пациентов с новой коронавирусной инфекцией 2 недели назад, также вновь подготовлена к приему таких больных. Мы должны понимать, что нужно носить маску. Нужно мыть руки, нужно иметь эти дезрастворы, как паранойя. Ну, понимаете, никого же в голову не придет из Волги речки воду пить, потому что все знают, есть кишечные инфекции, есть холера и так далее. Я говорю, дорогой, вот послушай, ты-то молодой, крепкий, смотрю, сухой, значит, ты будешь болеть легко, но у тебя же папа, мама есть. Ты ведь принесешь беду домой. Почему ты так поступаешь? Времена меняются, и нам придется. Перезагрузка неизбежна. Если не по доброй воле, то под принуждением. Штрафы за нарушение масочного режима в общественных местах сохраняются от 1 до 20 тысяч рублей. Татьяна Тимошенко, Роман Безменов, Андрей Мохов. 7 дней. Еще великий Гёте говорил: кто ничего не знает, тот всему верит. На пути к прогрессу всегда много невежества и дремучих заблуждений. Что говорить, если даже великий режиссер Никита Михалков в своей программе «Бесогон», выходившей, кстати, на канале «Россия-24», недавно серьезно рассуждал об опасности всеобщей чипизации населения. Есть целая теория, что ковид создали для того, чтобы под видом вакцинации вживить чипы в каждого человека и управлять народом с помощью вышек сотовой связи 5G. Не только Михалков, но и многие другие не менее известные и заслуженные люди повторяют эту чушь. Это такой современный вариант средневекового мышления. В Средневековье, как известно, особо талантливых людей с удовольствием сжигали на кострах только за то, что они утверждали немыслимые для обывателя вещи, например, что Земля вертится. Но и сегодня эти массовые заблуждения не такие невинные, как кажется на первый взгляд. Вот буквально недавно в Тукаевском районе Татарстана группа сельчан отбила у приезжих рабочих клочок земли, на котором собирались поставить вышку сотовой связи. Причина – стойкое убеждение людей, что сотовая связь несет только зло. Мы давно уже интересовались этой темой, но вот теперь выпал и случай рассказать, наконец, что же такое 5G.
для чего это нужно и что вообще мы должны об этом всем знать. Нет ничего страшнее, чем деятельное невежество. Гёте. Про вышки 5G слышали, да? Здесь у вас хотели вышку поставить, чтобы... Ай, не надо вышка. Не надо? Не надо, не надо, не надо. Почему? Не надо даже. Ой, не надо. В деревню не пускать вообще таких людей. Которые вышки ставят? Да. Нет, говорит, не надо, говорит. С ума сошли, что ли? А зачем? Тут же не дураков живут. А вы боитесь, что от нее какие-то волны, что ли, радиация? Конечно, конечно, да. Деревня Старая Абдулова Тукаевского района сегодня по праву и гордо носит звание столицы татарстанской радиофобии. Это переходящее знамя, это переходящий кубок, который, как нам кажется, вполне можно носить вот так вот даже на голове, в виде шапочки, изготовленной из фольги. И надо сказать, что эту шапочку уже примеряли множество жителей, множество наших татарстанских деревень. И нет никаких сомнений в том, что звание столицы вскоре уедет отсюда и перейдет к жителям какой-нибудь другой деревни. Дело как раз-таки в том, что интернет, к нашему несчастью, дотянулся до самых отдаленных сел Татарстана. И жители этих деревень, которые еще до недавнего времени имели хоть какую-то возможность мыслить самостоятельно, сегодня напрочь этой возможности лишены. И вот догадайтесь теперь, а есть ли интернет в деревне Старая Абдулова? Вышка сотовой связи 4-го, конечно же, поколения стоит в деревне вот уже 2 года. Точнее, стоит она на окраине деревни, и не со всякой связью тут хорошо. Вполне объяснимо желание сотового оператора водрузить свои антенны прямо посреди населенного пункта. Деревня не маленькая, тут 500 жителей. В этом случае хороший сигнал достался бы большинству, но на пути прогресса неожиданно встали местные жители, изрядно облучаемые вот уже 2 года как существующим в деревне интернетом. Частная собственность, куда лезешь? Хватит! Хватит, остановили работу, чего вы как на самом дикари-то? Победила молодость. Деревенские пассионарии довели до логического конца хрестоматийный в своей глупости поступок. Поступок, не принесший пользы решительно никому. Место для вышки теперь будут искать снова за пределами деревни, и это не даст ничего хорошего, кроме ухудшения сигнала. На месте казни и прогресса теперь лишь вот эта плаха, но, наверное, и ее вскоре сотрут в порошок. Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. Вдруг деревня начала мыслить не самостоятельно, мыслить при помощи вот этого прибора, да? Да, потому что по интернету всякие прочитают они, мышляются, размышляются. И вы верите, да? Да, верим, да. Даже птицы погибают, написано там в интернете, да. Даже онкология. Со временем, да, онкология. Радиации, да, короче вот говоря, да? Это да. Радиация, онкология, да. Неужели мы, говорю, под старость лет с ума сойти будем от этой волны? Вы расскажите, объясните, чем опасны вышки? На территории Кремлевской стены их в Казани не ставили, это я точно знаю. Москву не знаю, но Казани знаю. Там не ставили. Намек, конечно, ясен. Облучают, дескать, только людей обычных, но не очень важных персон. Дедушка прав, но наполовину. В Казанском Кремле действительно нет вышек сотовой связи. Они запрещены здесь как архитектурный объект. Но антенн связи достаточно, просто они хорошо замаскированы. И те же самые волны носятся над Кремлем и над Кремлевской набережной неподалеку, где точно такие же ограничения по этажности подобных объектов. Конечно, наше оборудование и в Кремле расположено, потому что мы обязаны обеспечивать связь для всех граждан, в том числе для правительства республики. Мы, к сожалению, по просьбе Казанского Кремля не можем показать сейчас, как выглядят эти замаскированные антенны, но, в принципе, мы можем показать это на примере вот набережной, на которой мы стоим. Здесь действуют те же самые правила в архитектурном отношении, историческом, как и в Кремле. И вот, да. Вот как вы здесь выходите из положения. Вот я уже вижу, когда. Давайте покажем. Да. Здесь расположено наше оборудование. Это система ADAS называется, которая позволяет сделать выносные, вот небольшие миниатюрные антенны, которые сливаются прям с конструкцией павильонов. Я сразу заметил. Да.
Когда-то в темные средние века людям повсюду мерещились черти. Это черти похищали их из их кроватей во снах. Но со временем вера в чертей стала как-то не очень современна, и люди стали верить в инопланетян, потому что как бы ни был дремучий человек, но все-таки все его страхи шагают вместе с развитием научной мысли в мире. Когда-то люди боялись фонарных столбов, когда-то они боялись и железной дороги, которую считали просто абсолютным мировым злом. Но теперь страхи еще больше, потому что противник, так называемый, невидим и непознаваем. Поэтому и в Татарстане, а не только в Дагестане, появляются вот такие музейные экспонаты. Это вышка сотовой связи, на которой поработала святая инквизиция воинствующего невежества. Ее подожгли. С точки зрения электромагнитного излучения, именно его интенсивности, вышки пятого поколения являются существенно более безопасными, чем любые другие предыдущие поколения сотовой связи. То есть, приблизительно где-то в некоторых случаях на 1, в некоторых случаях до 2 порядков. Честно говоря, у нас наблюдался, и не только у нас, во всем мире, пик онкологии после Чернобыльской катастрофы, например. Но вот после внедрения в середине 70-х годов вообще первых систем сотовой связи, которые действительно фонили, как нормальные рации, они фонили, что-то никакого всплеска онкологии не наблюдалось. А вот у нас, скажем так, вышек сотовой связи везде развернуто много. У них, видите, трупы скворцов, не скворцов, кого-нибудь, видите? То есть это, они же везде, они же на каждом здании, но что-то нигде их не видно. Людям, которые так отчаянно пытаются приосаниться на фоне других и открыть нам глаза на все заговоры мирового правительства и бессовестных буржуев, наверное, давно пора понять хотя бы тот факт, что никаких вышек 5G в Татарстане еще нет и в помине, как и в стране. Впрочем, есть 2. Одна в Челнах, а другая вот здесь, в Иннополисе. Но и те пробники. Эта вышка начнет работу лишь через 3 недели в тестовом режиме. И многие здесь давно ждут этого события. За вашей спиной, во всяком случае, самый большой беспилотный автомобиль из тех, что я видел. Это факт, да. КамАЗ – беспилотный автомобиль. Он действительно ездит, мы видели ваш ролик. Как это все работает? У нас сидит оператор, за рулем. Соответственно, если у нас есть на борту 5G, широкий канал, отличный, без задержек и так далее, соответственно, мы можем одного оператора сажать удаленно, который может 2-3 машинами, например, управлять. В зависимости от сценариев, конечно, движения. И мы действительно говорим про уже мир интернета вещей. И это совершенно иной мир, к этому надо быть... Это от утюга до автомобиля, от холодильника до автомобиля, и дальше мы уже смотрим, Плюс мы еще не забываем, здесь, что это позволит развить инфраструктуру городов, это те самые управляемые светофоры, перекрестки и так далее. Мы занимаемся картографией и с использованием обычного смартфона. То есть в нашем случае обычные пользователи смартфонов, используя его как видеорегистратор, просто ездят и им пользуются, а мы получаем картографическую информацию с того, что распознается по видео. Соответственно, чем быстрее будет интернет, тем легче нам будет загружать это все на сервера, обрабатывать и создавать карту. То есть карты будут максимально оперативными, благодаря этому беспилотники будут безопаснее, потому что они будут обладать всей текущей актуальной информацией. Я надеюсь, что страх отступит, и люди просто примут и привыкнут, потому что, объективно, в этом ничего опасного нет, и это именно прогресс. Часто люди боятся того, чего не понимают. Золотые слова. Люди действительно боятся того, чего просто не понимают. Но пугающее и опасное – это не одно и то же. В деревне Старое Абдулово цена вопроса была в 1 100-тысячной ватта. Это даже сложно с чем-то сравнивать. Дозы слишком гомеопатические. Это так называемое облучение было бы, например, в 100 миллионов раз ниже облучения или излучения от кухонной микроволновой печи. Но поскольку нам можно просто не верить, не приходится сомневаться, что эти очаги сопротивления прогрессу кругами пойдут отсюда и дальше. Ведь интернет
это горе от ума, дотянулся сегодня едва ли не до каждого нашего села. Значит, не надо. Не надо, не надо, не надо. Понятно. А что надо? Здоровье надо. Понял. Самое главное, здоровье надо, вот. Этот столбик, может быть, даже его как бы не выкапывать, не выкорчевывать, вот этот пенек. А можно, например, поставить здесь памятник человеческому невежеству. Ну, скажем, использовать его в качестве постамента, а водрузить туда, например, шапочку из фольги, как назидание будущим потомкам, которые будут жить здесь, тех самых страхов их бабушек и дедов, которые оказались совершенно излишними. Михаил Любимов, Андрей Ключников и Андрей Мохов. 7 дней. Мы продолжим нашу программу через пару минут. Смотрите далее. Не наш двор. Бюджет города, может, наверное, он как-то сам с этим разобраться. Почему так долг путь к городским сообществам? И вот моя квартира – это мое. То, что за моей квартирой – это не мое. В понедельник Владимир Путин обратился к россиянам во время расширенного заседания Президиума Госсовета страны. Его участником стал и Рустам Минниханов. Совещание прошло в онлайн-формате. Главная тема – национальные цели. Напомним, президент России поручил скорректировать национальные проекты с учетом экономических изменений и тенденций. Цели будут поставлены до 2030 года. В понедельник Алексей Песошин передал главному врачу детской республиканской клинической больницы Айрату Зиаддинову сертификат на приобретение дополнительного медицинского оборудования. Сертификат на 5 миллионов 700 тысяч рублей передали в рамках благотворительной акции, посвященной столетию образования республиканских органов исполнительной власти и вековому юбилею системы здравоохранения Татарстана. Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаммедшин принял участие в работе 7-го форума регионов Беларуси и России. В этом году он проходит в дистанционном формате. На форуме Татарстан назвали одним из наиболее передовых регионов России, развивающих взаимодействие с белорусскими партнерами. 1 октября в правительстве Челябинской области состоялась рабочая встреча президента Рустама Минниханова и губернатора Челябинской области Алексея Текслера. В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития межрегионального взаимодействия. Рустам Минниханов подчеркнул, что сегодня имеются широкие возможности для реализации потенциала сотрудничества Татарстана и Челябинской области, в том числе по увеличению взаимных поставок. Кроме того, президент посетил Челябинский трубопрокатный завод. Рустам Минниханов ознакомился с производством и основными направлениями выпускаемой трубной продукции. В пятницу Рустам Минниханов совершил прогулку по реке Казанка на новом теплоходе «Чайка-СПГ», работающем на сжиженном природном газе. Президента сопровождали премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, а также разработчики проекта. Теплоход построен Зеленодольским заводом имени Горького и торжественно спущен на воду в августе этого года. Пассажировместимость нового судна до 176 человек. На этой неделе указами президента Татарстана продлены полномочия действующих министров. Айрат Хайруллин вновь возглавил Министерство цифрового развития, государственного управления, информационных технологий и связи, Александр Шадриков – Министерство экологии и природных ресурсов, Рустем Загидуллин – Министерство юстиции, Эльмира Зарипова – Министерство труда, занятости и социальной защиты, Фаниль Аглиуллин – Министерство земельных и имущественных отношений, Равиль Кузюров – Министерство лесного хозяйства, Радик Гайзатуллин – Министерство финансов, Марат Садыков – Министерство здравоохранения, Ирада Аюпова – Министерство культуры, Дамир Фаттахов – Министерство по делам молодежи. Казанский волейбольный «Зенит» завоевал на этой неделе первый трофей в сезоне – Суперкубок страны. Был обыгран новосибирский «Локомотив». Казанский клуб таким образом в 8-й раз выиграл кубок и является лидером по этому показателю в России. Это 7 дней, и мы продолжаем. Программа «Наш двор» уверенно шагает по республике. Жители городов и поселков республики уже неоднократно могли оценить потенциал нынешних архитекторов и степень революционности происходящего. Но, к сожалению, не случилось пока революции в головах. Я поясню, о чем тут речь.
Мы видели с вами, как при обсуждении проектов реконструкции дворов повсюду привлекали жильцов. Для чего это делалось? Наверное, не только потому, что архитекторы и строители так уж сильно нуждались в помощи. Это делалось с очевидной целью – создания в каждом конкретном дворе ответственного сообщества людей, объединенных одной общей целью. На этапе реконструкции это видимая цель – приведение своего двора в порядок. На этапе эксплуатации это тоже понятная цель – поддержание двора в хорошем состоянии, работа над дальнейшим развитием территории. Но согласитесь, очень часто так бывает. Все хотят жить красиво, однако исключительно за чужой счет. Ход мыслей понятен. Двор теперь новый, но он не стал мне ближе, я просто тут живу. Все мое заканчивается за порогом моей квартиры. Я сам по себе, мир сам по себе. Но с другой стороны, приходят представители управляющей компании и говорят: уважаемые жильцы, теперь давайте вместе подумаем, как содержать такой инновационный двор в порядке. Ведь двор наш, он общий, мы должны сообща заботиться о нем. Я понимаю, что в каждом случае возможны нюансы, но обычно именно так и бывает. Насколько мы должны быть ответственными за мир под нашими окнами? Что говорят об этом законы, людские и юридические? Об этом Диляра Юсупова. Кто хозяин в большом дворе? Задаем вопрос одному жителю, и тут же вмешивается другой. Бюджет города, может, наверное, он как-то сам с этим разобраться. Мнение, если бы спрашивали заранее, может быть, жильцы бы и подумали, нужен ли этот двор. А тут, получается, ставят перед фактом. Так, 10 тысяч зарплат. Вот. Вы что, с ума сошли? Мне умирать завтра. 93-й год. Двор мне нужен. Вон детей, у кого полно, пусть платят. Логика жильцов проста. Мы здесь живем, двор наш, благоустройство территории – это подарок от государства. Вернее, даже не подарок, а заслуженная награда. Так считают местные жители. Старый двор по улице Ямашева отремонтировали впервые за долгие годы в президентской программе «Наш двор». Правда, жильцы забывают об одном – двор привели в порядок действительно бесплатно. А вот поддерживать этот порядок теперь кто-то должен. Кто? Так что такое стоянка и что такое детский двор? Лучше уж такой вышел, цветочки, облагорожено, все нет. Конечно, лучше заплатить, я считаю. У меня пенсия, слава богу, хорошая. Но не у всех такая пенсия. А началось все с собрания жильцов и встречи с управляющей компанией. К слову, собрание было плановое. Повышение тарифов обсуждается каждый год. Обсудили и на этот раз. А заодно посчитали, насколько подорожал двор. Общий двор обошелся 45 миллионов, из них 38 миллионов получилось по президентской программе, и 7 миллионов примерно вложила управляющая компания. Вот 7 миллионов это Это вот резиновые покрытия, спортивные площадки, это клумбы, озеленение полностью, сцена. Год пока гарантию дают производители, все то, что установили, горки, вот это все то, что есть, асфальт. На асфальт вроде 4 года, на горки, на все малые архитектурные формы год гарантии на скамейке. Потом уже через год, наверное, гарантийный случай пройдет, и же надо будет и где-то подкрашивать, где-то ремонтировать. Управляющая компания предложила увеличить плату за обслуживание придомовой территории на 2 рубля с квадратного метра. Не двора, а жилплощади. Если раньше плата составляла 3 рубля 68 копеек за квадратный метр, то предложение от управляющей компании выглядит так. Платить 5,68 за квадратный метр. То есть, если площадь квартиры, например, 60 квадратных метров, плата вырастет на 120 рублей. Навязчивый сервис или необходимая уступка прогрессу. Цена вопросов 100 рублей отпугнула большую часть жителей. А благоустройство? Ну его. Нас все устраивает, говорят жильцы. А если не устраивает управляющую компанию, пусть вернут то, что было. Ну и Россия перечислила, сказали, за этот двор, и Татарстан дал, и теперь еще с рабочих надо еще взять. Был двор, лучше уж такой был, чем это еще добавочно платить. Сколько счет фактуры там этих? Все за все плати. За этот песок, который полдвора песком засыпали, за это 5 рублей 68. Это слишком жирно.
Типичный казанский двор, созданный по программе. Люди уже им пользуются, но это не значит, что он не требует дополнительных финансовых вложений. Пока здесь все новое, но давайте на берегу посчитаем, в какие еще расходы он обойдется. Во-первых, мы идем по асфальтовому покрытию, которое здесь почти везде, а это значит, что уборки в 2 руки уже недостаточно. Свет, который надо обслуживать, скамейки, которые надо красить, песок, который надо менять. Отсюда вопрос. Кто за все это будет платить? И вот за это или вот за это? Справедливости ради, обслуживание дворов и так происходит за счет жильцов. Однако новое требует новых затрат. Детские площадки преобразились, растений стало больше, как и скамеек, и беседок, и урн. Во многих дворах появилась сцена и спортивные зоны. Посмотрите на оборудование. Качели. Это вопрос с креплением, вопрос очень опасный с точки зрения оборудования, если его неправильно эксплуатировать, если не поддерживать его исправное состояние. Вот эти вот качели-гнездо, видим, уже нарушение эксплуатации. Ну, то есть, точно надо постоянно следить за тем, чтобы ничего не сломалось, чтобы все было в порядке. До того, как заходить во дворы, и вот все дворы, которые потом проходят программу, до начала работ, мы всегда встречались с жителями. Еще не говорим сейчас о планах схемы благоустройства. Концептуально. Вы готовы, что к вам пришла программа? Мы будем составить новое оборудование, вам нужно будет принимать архитектурные формы новые. Готовы ли вы к таким изменениям? И жители тогда, когда они были согласны, только тогда мы заходили. Вот огромный бы лептой было бы участие жителей с точки зрения просто вот уважительного отношения к собственному имуществу и такого сопричастного отношения. Может быть, даже не нужно платить, может быть, действительно, каких-то расходов можно избежать, и жители их примут на себя. Довольно часто у горожан, в принципе, из-за того, что это очень довольно большой город, границы их приватности, то, за что они чувствуют себя ответственным, заканчиваются в лучшем случае в подъезде. Вот моя квартира – это мое. То, что за моей квартирой – это не мое. Советские формы, которые создавались искусственно, как демонстрация, совместные субботники, там даже какие-то религиозные ритуалы, например, похороны и прощания, сейчас люди находятся в таком состоянии, когда часто они вообще не понимают, как им себя вести, потому что и та, и другая форма утрачена. Обратите внимание, вот беседка. Да. И вот вы видите уже, да, окурки валяются. Но люди курят, это естественно. Но смотрите, здесь не просто валяются окурки, а стоит ведро. Ведро вместо урны – это временное явление. Кстати, в этом дворе на улице Халтурина жильцы удивляют инициативы. Сами разбили клумбы, ухаживают за территорией. Но большинству все-таки по-прежнему кажется, что сделать нормальное благоустройство должен кто-то за них. Убирать тоже обязан кто-то другой. На качелях не качаюсь, на лавочке не сижу, по тропинке не хожу. Классика доводов. Разделение по принципу, что не свое чужое, а за чужое, и платить должны не мы, а они. На самом деле разговор о дворе, о том, необходимо ли нести за него ответственность, означает ли это какие-то повышения тарифов содержания двора, если он благоустроен. Это вопросы о том, что такое быть горожанином. Быть горожанином означает ощущать ответственность за то место, где ты живешь. Возможность самореализоваться в пространстве как раз повышает чувство принадлежности к нему. Я слежу за этими кустами пионов, я их посадила. Многие забывают, что двор – это территория жителей, а не города. Однако заставить людей хотеть жить хорошо нельзя ни по законам юридическим, ни по законам человеческим. Жилищники понимают, что без согласия жильцов дворовых переворотов не случится. Но поясняют, если платить будут 3,68, то значит и работы будут осуществляться на 3,68. По факту население достаточно инертно, и любое повышение тарифа вызывает напряженность граждан, потому что ведь нужно же обосновать необходимую причину. И так как и рост тарифов, и дорогое отопление, мы никак не можем все-таки увеличивать эти тарифы, потому что будет социальный взрыв по оказанию данных услуг. В итоге все остается, как было, и житель пока главный игрок. Ему и карты в руки. Проголосуют за парковку, будут жить среди асфальтовых полей. За газон будут экономить на содержании. Решат не красить лавочки и обойтись одним дворником – их право. Но как бы это право в дальнейшем не обернулось дополнительными обязанностями. Диляра Исупова, Андрей Мохов и Андрей Ключников. 7 дней. В Татарстане в сельской местности появились первые учителя-миллионеры. Это начала работу программа «Земский учитель», которая должна решить сразу несколько проблем. Во-первых, государство перекрывает на 5 лет нехватку кадров на селе. Во-вторых,
учителя, переехавшие из города в деревню, смогут получить единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей. В селах и деревнях, действительно, есть проблемы с нехваткой учителей и предметников. Чаще всего школы ищут учителей математики и физики. Также есть вакансии учителей русского и иностранного языков. По данным Министерства образования, в республике работают свыше 34 тысяч педагогов, из них более 18 тысяч в сельской местности. В этом году 13 педагогов стали участниками программы «Земский учитель». Они изъявили желание поработать в отдаленных деревнях Ютазинского, Альметьевского, Дрожжановского, Лениногорского, Спасского, Алькеевского, Сабинского районов. Мы пообщались с учителями, которые отважились на этот шаг. Согласитесь, не каждый из нас сегодня готов взять и поменять на 180 градусов свою привычную жизнь и переехать жить в деревню. Но многие работники образования признавались, что сельская школа – это не место ссылки, а способ реализации своих профессиональных возможностей. Так ли это на самом деле? Узнавала Эльзира Юзаева. Действительно, программа «Земский учитель» – это большая поддержка, особенно таким людям, которые начинают с чистого листа свою жизнь. Она обрубила все концы, оборвала все связи с прошлой жизнью. Учитель русского языка Зулейха Бузаровна в эту небольшую деревню приехала из другого региона, из Башкортостана. Для нее новая программа «Земский учитель» дала возможность изменить все. Учителя тоже люди со своими проблемами в личной жизни. Только не каждому из них удается пойти на такой кардинальный шаг. Позади семейный распри, развод, боль и страдания. В настоящем только работа и работа, куда теперь она готова вложить всю новую себя. Благодаря людям, которые были рядом со мной, которые меня поддержали, и слово, сказанное в нужный момент, оно решает судьбу. И я сейчас месяц проработала, и я очень довольна. Я довольна своим коллективом, я очень благодарна директору школы. Когда первое время она даже приютила меня, я у нее прямо дома жила, у директора школы Марии Николаевны. Ей помогали встать на ноги всем деревенским миром, потому что она для этих детей такое же спасение, практически чудо. В деревне следующий год, через 2 года. Андреева Светлана, например, 2 золотыми медалями закончила школу. Нам хочется, чтобы она пришла, и чтобы эта программа работала, чтобы она выиграла, и чтобы этот миллион она получила, и осталась в деревне. Эта сельская школа в селе Старые Матаки каждый год входила в 100 лучших учебных заведений республики по результатам олимпиад и ЕГЭ. По словам директора, для них важно, как говорится, держать эту планку, которая может пойти под откос с каждой новой открытой вакансией педагогов. Здесь все намного тише, спокойней, но Альметьевск я, уж не поменяла совсем. Долгосрочные планы я не строю, то есть в жизни всякое может случиться. Пока не могу на данный момент сказать, останусь или нет. Этот молодой учитель английского языка приехал в Алексеевский район из Альметьевска. Уже подписала контракт, по которому готова отработать свои 5 лет. По приезду молодому специалисту, как и положено, нашли жилье. Но арендную плату приходится платить самой. Около 10 тысяч в месяц вместе с коммунальными платежами. Если умножить эту сумму на 12 месяцев и, соответственно, на 5 лет, то получается весьма затратная для педагогов арифметика. Ровно половина гранта – 500 тысяч рублей. За 5 лет молодому педагогу придется заплатить за проживание на чужбине. Конечно, это было бы вообще очень замечательно, если бы данная программа предусматривала муниципальное жилье для преподавателей, которые переезжают в сельские поселения. Здесь, конечно, уже и участников, может быть, побольше было бы, и дефицит кадров решился бы еще лучше, чем на данный момент. Новый проект «Земский учитель» делает пока еще пробные шаги в регионах. Безусловно, будут и успехи, и неудачи, будут корректировки и исправления ошибок в ручном режиме в каждом отдельном взятом регионе. Но за 5 лет, благодаря этой программе, в малые города и села России намерены привлечь свыше 4,5 тысяч учителей.
Среди главных требований у учителя должно быть высшее образование, максимальный возраст 55 лет. Население деревни, где будет работать педагог, не более 50 тысяч человек. И учитель должен уехать из города как минимум за 200 километров. В Татарстане в этом году уже первые 13 человек отправились поработать на выселках. Эта программа, вот «Земский учитель» на 1 сентября для меня была спасением. Потому что учителя математики не было вообще. И в последний момент уже вот учитель математики позвонил, сказал: я победитель проекта «Земский учитель», и я хотела бы работать в вашей школе. Директор этой школы не скрывает своих эмоций. Их приобретение бесценно, знания за миллион не купишь. Сразу 3 педагога-предметника. На ближайшие 5 лет головная боль с кадрами, кажется, решена. Администрация школ надеется, что программа эта станет регулярной и возобновляемой. 70% педагогического состава этой школы – люди старше 55 лет. А это значит, что через 5 лет им придется вновь искать замену, но уже самим. Я считаю, что сельские дети должны получать тоже достойное образование, поэтому эта программа должна жить. Для того, чтобы давать нашим детям сельским возможность получать качественное образование. Детский сад, дошкольное учреждение тоже беспокоено вот этим. Рождаемости на селе тоже очень мало. То есть мы как бы вот ждем таких вот людей, которые приезжали в село с семьями. В деревнях надеются, что новые педагоги смогут закрыть пробелы и в образовании, и в демографии. Эта школа в селе Никольское Спасского района была построена в середине 60-х годов прошлого века. Каждый год в школе набирали по несколько параллельных первых классов. На будущий год в первый класс здесь пойдут 3 человека. Потому стоит вопрос не столько кому обучать, сколько кого обучать. Это как задача с 2 неизвестными. В этом году, вот, когда мы услышали об этой программе «Земский учитель», конечно, порадовались. И мы, наш район принял участие. Мы подали тоже заявку в Министерство образования. У нас есть Трехозерская школа, вот, там требовался учитель русского языка. Но, к сожалению, в этом году мы не прошли. Надеемся, что на следующий год нам повезет больше. В деревенской школе, где, как правило, в одном классе всего лишь несколько учеников и нет параллельных классов, учителю-предметнику сложно набрать нагрузку в 18 часов. Педагог может от силы набрать часов 8 на физику и математику, и то на всех. Потому многие учебные заведения или не смогли войти в программу «Земский учитель», или просто выбыли из списка желающих. Например, таким учителям была создана возможность, например, осуществлять образовательную деятельность в нескольких образовательных учреждениях по своему предмету. Для этого что нужно всего лишь? Для этого всего лишь, наверное, нужно создать условия для транспортной доставки данных учителей до вышеназванных образовательных учреждений. Но в деревнях все еще верят и надеются, что для этих учителей это будет больше, чем проект сроком в 5 лет, что место ссылки станет второй родиной. По крайней мере, среди победителей и обладателей гранта есть и такие, которые свои города покинули добровольно. Почему вы не выбираете профессию учителя? Много же плюсов. Во-первых, это работа с детьми, мы всегда молодые остаемся. У нас энергообмен идет. Каждый новый день – это для нас новое открытие. Все равно мне, например, я 30 лет проработала, мне радостно с детьми работать. Ильзира Юзаева и Роман Безменов. 7 дней. А вот герои нашего следующего репортажа и есть герои в самом прямом смысле этого слова. Они сделали то, на что решится не каждый взрослый, не отступили перед опасностью, а смело шагнули ей навстречу ради спасения чьей-то порой незнакомой жизни. Президент республики лично чествовал школьников в своем послании Госсовету. Совсем юные они учат нас поистине взрослому мужеству. Радмир Галимов, которому всего 7 лет, спас девочку от нападения педофила. Флорид Садриев смог вытащить соседа из горящего дома. Сегодня в России более 300 таких юных героев, кто однажды не прошел мимо. Диляра Юсупова продолжит. Что-то щелкнуло, глаза открываю, уже дым идет. Уже дым покрыл и телевизор, и тройник полностью. А там шторы до пола. Это все, что помнит о том дне Ильяс Фарзетдинов. Еще он помнит, что просто лежал и не мог встать, что зашел соседский мальчик, что молча потащил его к выходу. Потом мужчина будет удивляться, как в густоте дыма его спаситель не потерял сознание. Оказывается, мальчик шел на ощупь и не дышал. Было трудно, там везде был дым, и
Там была дверь, я открыл, и там лежал сосед. Я его за одну руку ухватил и вытащил наружу. Этой истории про риск на пределе до сих пор удивляются жители деревни Лениногорского района. До этого в дом уже входил отец Флорида, но спасти соседа не смог. Счет шел на минуты, раздумывать было некогда. Ребенок сделал то, что под силу не каждому взрослому. Он вот не побоялся. Настоящий человек. Вот я рад, что он был. Флорид признался, что никаких решений не принимал. Говорит, просто не было выбора. В этом году он вступил и в ряды юноармейцев. Звания у Флорида пока нет, но уже есть награда. Местная администрация вручила парню медаль и диплом. Сегодня в зале молодые люди, которым мы можем по праву гордиться. Послание Государственному совету от президента республики. Немалую часть послания занимает на этот раз представление особых приглашенных. Среди них и наш герой, но здесь он не один. Рядом с ним совсем юный Радмир Галимов. Ему всего 7, но возраст не помешал ему проявить храбрость. Это произошло в Чистополе. В тот июньский день он возвращался домой. Мальчик увидел, что мужчина напал на его знакомую и бросился на помощь девочке. Радмир отвлек преступника, а затем позвал на помощь взрослых. Нападавшего поймали. Я не испугался, дал отпор, потому что мне мальчик, ничего бояться. Парня наградили медалью за подвиг и отвагу. В его планах продолжать защищать. Мечтает стать полицейским. В школе поступок героя до сих пор обсуждают. Теперь он пример для подражания не только у сверстников, но и у взрослых. Мы учились на подвигах, и наши ребята, старшеклассники, тоже, конечно, наша школа вся знает об этом подвиге. Конечно, когда он пошел на такой подвиг, он же не думал, что с ним случится. Сердце подсказало помочь, и он помог. Эти случаи, когда желание помочь выше страхов и боязни за свою жизнь, к сожалению, иногда заканчиваются трагедией. Считанных мгновений не хватило, чтобы спасение не кончилось драмой. 2012 год. Набережные Челны. 12-летний подросток погиб, спасая 9-летнего школьника, который упал в фонтан от удара током. Все кричали «помогите», но в воду прыгнул только Данил Садыков, который в этот момент проезжал мимо на велосипеде. Он вытащил пострадавшего на бортик, но сам получил сильнейший удар током. Умер до приезда скорой помощи, награжден посмертно. Эти дети, в отличие от многих взрослых, не потянулись за телефоном, чтобы снять все происходящее и потом за лайки выложить в интернет. В их головах сработал совершенно иной сценарий. В России на сегодня только официально зафиксировано более 300 маленьких героев с большим сердцем. У каждого из них впереди еще долгая дорога преодоления успехов. Но самое сложное они уже совершили. Поверили в свои силы. Диляра Исупова, 7 дней. На этом у нас все. С Днем Учителя. Хөрмәтле укытучыларыбыз, халыкара укытучылар көне белән сезне. Һөнәрегезгә һәрчак тугры булып калыгыз. Тырышлыгыгыз өчен, күңел сафлыгыгыз өчен зур рәхмәт сезгә. Дорогие учителя, конечно, мы всегда помним о вас, и вы всегда в нашем сердце. Всем самые добрые пожелания. И до свидания. До новых встреч. Здравствуйте! Предстоящая неделя будет не такой теплой и солнечной, как прошедшая, но тем не менее температурный режим будет выше климатической нормы. О погоде на ближайшие 7 дней прямо сейчас. На юго-востоке Татарстана в начале недели переменная облачность и до 12 градусов тепла. Потом температура понизится и в среду 8 градусов выше нуля. Но к выходным ожидается потепление до плюс 15. Сухая и теплая осень ждет жителей северо-востока Татарстана. Средняя дневная температура около 10 градусов выше нуля в начале недели, а к выходным плюс 14. Наслаждайтесь самой красивой и прекрасной порой – золотой осенью. В центральных районах солнышко будет блистать реже, но все же без осадков и довольно тепло. В понедельник около 13 градусов с плюсом, к среде небольшое понижение температуры до плюс 10, а к выходным температура снова повысится до плюс 15.
16. И это, конечно же, радует. На юго-западе Татарстана в понедельник и во вторник без осадков. В среду местами дожди, температура немного понизится. А вот в субботу и воскресенье без осадков и плюс 16. На северо-западе и в Казани в начале недели местами пройдут дожди. Температура станет ниже. Но на выходных синоптики обещают повышение температуры и ясную погоду. Осень в этом году особенно прекрасная, практически безветренная и очень теплая. Она дает нам возможность окунуться в мир ярких красок. Гуляйте чаще на свежем воздухе и будьте здоровы!